Здравствуйте, это «Среда обитания», программа о нашей жизни и о таких ее проявлениях, как экология, потребительская культура и здоровье. Российскую ментальность и специфику нужно знать, иначе легко запутаться. Например, отправляясь на дачу, кто-то думает о доме в лесу, а кто-то о домике в садоводческом товариществе. И вот, вроде бы совсем недавно законодательно разрешили прописываться в дачных домах. С учетом того, что города растут, и с одной стороны многие дачники невольно все ближе оказываются к границам мегаполисов, с другой, желающие переехать из города на природу, тоже, согласитесь, не редкость. Вот только свои городские квартиры мало кто хочет продавать, рассматривая их как недвижимость, которую можно сдавать в аренду. Но есть еще одна категория граждан, которые либо не имеют другого жилья, либо им финансово легче приобрести недвижимость за городом, чем в городе. Однажды 7 жителей Краснодарского края столкнулись с запретом регистрации на своей даче, при том, что ни у одного из них не имелось другого жилья, и обратились в Конституционный суд. Их желание было признано законным. После этого ситуация поменялась для всех, но не все так просто, как кажется. Поле, коттеджи, дачные дома. 20 лет назад вокруг дач был пустырь, а теперь 416 участков оцеплены в плотное кольцо коттеджей. Уж очень лакомый кусочек земли, примыкающий к городским кварталам, занимает садовое общество. Вот и скупают постепенно по дешевке здесь землю для перепродажи. У нас скупают участки, значит, из ближнего зарубежья, как говорится. Скупают вообще-то наши, после перепродают. Оплаты нету. Вы можете, вот на улице висят, значит, должники 150 человек только в этом году. Их не найти. Кто Украина, кто Кировская область, кто Самарская, кто район. Похоже на чей-то хорошо спланированный захват территории. Фанию Билаловну уже и подкупить пытались, и расправиться угрожали. Есть земли конкретно по индивидуальное жилое строительство. То есть можно же покупать, например, в тех поселках, где строят ИЖС или где возможно Салмыч там, где и так далее. Но это немножечко дороже. Раза в 2. Да? Поэтому все покупают где дешевле. Но не все. Те, кто не понимает и не разбирается, да, в категориях земель, и те, кто не смотрит в будущее, то те покупают там, где дешевле. Те, кто понимает, опасаются и не знают, что там дальше будет и каким образом пойдет, они стараются все-таки переплатить за землю, да, но сделать себе, может быть, поскромнее домик поставить. Правда, чтобы этот дом на садовом участке зарегистрировать как жилой, нужно пройти кучу инстанций. До Нового года, да, мы регистрировали садовые дачные дома в упрощенном порядке на основании самостоятельно заполненной гражданином декларации. То есть выбирал сам назначение, жилое оно или нежилое. Сейчас с 1 января 2017 года вступил в силу новый закон о регистрации. А теперь уже гражданин приглашает кадастрового инженера на свой участок. Кадастровый инженер, соответственно, осматривает, да, проводит замеры, устанавливает точные там координаты, характеристики и так далее. И вот в техническом плане, опять же, кадастровый инженер указывает, жилой этот объект или нежилой. Мы проводим регистрацию, вернее, ставим на учет и проводим, соответственно, регистрацию права именно на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Если человек хочет прописаться на даче, ему в первую очередь необходимо сделать судебную экспертизу строительную, в которой будут отражены какие факты. Первое, то, что он соответствует жилому дому, то есть он не промерзает, у него уровень сырости, соляции и всего прочего соответствует. Там вплоть даже до радиоактивность проверяется. Да? После этого необходимо собрать документы о том, что этот земельный участок, это садовое общество, оно находится в той зоне, где есть какая-либо инфраструктура, то, что оттуда выехать можно, приехать туда можно, да, то есть транспортная доступность круглый год есть. Соответственно, нужно установить, что рядом есть магазины, да, соответственно, электричество это минимальное условие, да, желательно еще наличие газа. Если это все есть и это обеспечивает нормальный тепловой режим в данном доме и возможность его прогревания, да, то экспертиза об этом говорит, то, что данный садовый домик подпадает под жилое строение. Да?
Если садовое товарищество расположено в черте города, то инфраструктура какая-никакая будет, а газ тянут к садам уже многие общества, да и круглогодичное электроснабжение встречается все чаще. Чтобы не жить-то? Практика показывает, что даже если кадастровый инженер признал ваш дом жилым, добиться в суде или Федеральной миграционной службе, которая теперь выдает разрешение на регистрацию постоянного проживания на даче, бывает сложно. А с июля 2017 года может вообще стать невозможным, благодаря решению Казанской городской думы о местных нормативах градостроительства. Сделали разделение на 3 вида категории земель, да, уже садоводческих обществ. Это садоводческие общества, огороднические и, соответственно, дачные, да. Вот. Внутри них тоже есть определенное разделение, да. Соответственно, если у тебя земельный участок дачный, да, и там есть возможность прописаться. Если у тебя садоводческий, огороднический, уже нет. То есть, если в правоустанавливающем документе вашего садового общества указана цель деятельности огородничества, то построить капитальный дом и зарегистрироваться в нем вы не сможете по закону. Если же официально ваше общество дачное, то есть шанс. Правда, таких дачных садовых обществ в Казани единицы. Нельзя сказать, что человек полностью лишен возможности его узаконить в качестве жилого дома и в нем прописаться. То есть это говорит о том, что он, если придет со всеми документами, которые необходимы там, с июля месяца, и обратится, ему, скорее всего, откажут, да, на основании как раз вот это вот постановление, которое приняла у нас Дума, да, Казанская. Ему откажут. Но это не лишает его возможности в судебном порядке обратиться и подготовить необходимые экспертизы и показать, что на самом деле его туда должны прописать. И уже на основании решения суда прописаться, да, через там, узаконить через регистрационную палату и в последующем уже обратиться в паспортный стол и себя прописать. Но в решении Казанской думы написано четко: в садовых обществах строить жилые дома нельзя, если только власти не переведут земли садоводства в земли под индивидуальную жилую застройку. Но этого не случится. В генплане Казани это не предусмотрено. Все существующие садовые общества останутся садовыми обществами. Так что Фанье Белаловне можно не беспокоиться за свое родное садоводство. Землю под коттеджи не переоформят. И зарегистрироваться в любом доме на участке тоже не получится. Да и зачем, если полгода ни воды, ни электричества нет? Кто-то хочет прописаться, да? Но прописаться, опять же, зачем? Вопрос. Либо человеку реально прописаться негде, и у него нет второго жилья, это один случай, да? И другое дело, человек просто хочет повысить стоимость своего земельного участка и своего дома для того, чтобы в последующем его реализовать уже как частное жилое строение, да? И в 90% случаев это именно так. По большому счету, для вот вас, для меня, да, разницы нет, прописаны мы там или нет. Гораздо даже выгоднее с экономической точки зрения оставить садовый участок такой, какой он есть, поставить на нем хороший жилой дом капитальный, который будет называться садоводческим домиком, да, если там действительно в этом садовом обществе есть электричество круглый год, газ, там в лучшем случае еще вода и нормальные проезды, и они чистятся, да, то никто не запрещает в них жить круглый год. Так ведь? Возможно, эта мера казанских властей поможет и устранить возможности мошенничества с продажей и перепродажей земель садоводств под капитальные коттеджные поселки. Хорошо, что находятся люди, которые готовы защитить ущемленные права простых граждан. Мы продолжим после небольшого блока рекламы. Оставайтесь с нами. Обратите внимание, как много стало молодых людей, которые, выйдя на улицу, ограждают себя от звуков окружающего мира, просто вкладывая в уши наушники. Конечно, они подвергают себя опасности, хотя бы потому, что в некоторых ситуациях не услышат эту самую опасность. Но есть еще один момент, который волнует, например, меня. Наушники бывают разных конструкций, и воздействие на барабанную перепонку, наверное, у них тоже разное. Если мы проведем эксперимент и возьмем, например, лист бумаги, ну, в пропорции, скажем так, к динамику, будем считать, что 1 к 1, как наушники и уши, и будем воздействовать даже не в замкнутой конструкции,
В этом случае мы увидим, наверное, сейчас проверим, как же это сказывается на этом листе бумаги, представив себе, что это наша барабанная перепонка. Понятно, что когда вакуумные наушники вот такой конструкции напрямую воздействуют в замкнутом пространстве, то тоже, наверное, может что-то воздействовать на барабанную перепонку не так, как нам хотелось бы. И вот такой у меня в связи с этим вопрос. Как конструкция наушника может влиять на сохранение или потерю слуха? Музыка – это поэзия воздуха. Так говорил немецкий писатель Жан-Поль. И действительно, сейчас молодежь очень зачитывается этой самой поэзией. В руках плееры или телефоны, в ушах наушники. И зачастую они просто не видят, что происходит на дорогах. А на самом деле все это очень и очень опасно. Ученые выявили, что шанс попасть в дорожно-транспортное происшествие с телефоном в руках и наушниками в ушах увеличивается в 3 раза. Логично, что громкая музыка перекрывает весь уличный шум и любые автомобильные гудки. Мозг просто не осознает уровень экстренной ситуации. А как длительное использование наушников влияет на слух? Ведь ухо – очень сложный механизм. Прежде чем получить ответ от специалистов, выясним, как чувствует себя тот, кто постоянно имеет дело с громкой музыкой. Для кого музыка не только увлечение в свободное время, а настоящая работа. Когда ты диджей, и твой главный инструмент – музыка и громкие колонки, без наушников не обойтись. В наушниках я провожу ориентировочно 1-2 времени в день. 1-2 часа в день я провожу в наушниках. А звук меня окружает на протяжении, наверное, часов 6. Вот так. То есть в общей сложности вся моя работа в день составляет 6 часов с музыкой непосредственно. Даже если твоя работа не связана с музыкой, а ты просто любишь слушать песни на высокой громкости, со временем могут наступить тяжелые последствия. Человеческое ухо может воспринимать звуки 15-20 дБ. Крик в 60 дБ уже расценивается как дискомфорт. Нам неприятно, когда кричат. Если мы используем наушники, да еще с большой громкостью, то это примерно 100-120 дБ. И то есть это большая нагрузка на уши. Таким образом мы понижаем свой слух. И те нервные клетки, которые ответственны за передачу звука, они начинают разрушаться, погибать. И восстановить их уже будет невозможно. По данным отоларингологов, действительно, заболевание тугоухость, а именно сенсоневральная тугоухость, сейчас очень помолодело. И средний возраст наших больных с данным диагнозом 32-40 лет. Если человек в течение 3-4 лет слушает музыку с повышенной громкостью, то это приводит к тому, что у него начинаются сначала симптомы в виде шума, звона в ушах. Именно когда вот это появляется, уже необходимо обратиться к врачу. Это уже говорит о том, что слух постепенно снижается. И спустя некоторое время идет или частичная потеря слуха, или она может быть одномоментная в один день, и человек становится глухим. Интересно, зависит ли состояние не только уха, но и всего нашего организма от жанра музыки? Даже с первого взгляда можно услышать, что татарские композиции мягче по насыщенности низких частот, чем клубные хиты. Что уж говорить о классической музыке, которая даже на организм влияет иначе. Проведем небольшой музыкальный эксперимент. Узнаем привычное для испытуемого значение давления и пульса. Теперь предлагаем прослушать классическую композицию. После этого вновь измеряем давление. Есть небольшие изменения. Что же будет после тяжелого рока? После прослушивания композиции вновь измерим давление. Показания отличны не только от первоначальных. Поднялось давление и по отношению к опыту с классической музыкой. Музыка повышает циркуляцию крови и расширяет сосуды. Отказаться от наслаждения сложно. А если с этим связана профессиональная деятельность, тем более. Интересно, как наш мозг понимает, что при прослушивании любимой музыки он точно получит удовольствие?
Что касается музыки, здесь уже влияют ассоциативные связи, опыт обучения человека распознавать музыку. И уже здесь подключается кора головного мозга и более глубокие и дифференцированные связи в головном мозге. По словам профессионалов, хорошее оборудование превыше всего. Если вы не хотите испортить слух, то в бой должны идти только профессиональные и специальные наушники. Самое главное в этих наушниках – это отличная звукоизоляция, которая защищает уши от проникновения звуков извне, когда ты находишься в клубе за пультом. Это первое, это что предостерегает слух от каких-либо поломок, да? Это первое. Следующее, это как раз же, к примеру, в этих наушниках, в которых я сейчас стою, я не буду называть какую-либо фирму, эти наушники, в которых я работаю, у них действительно вырезан диапазон определенный частотный, который давит на уши. И естественно, это дорогая техника. Естественно, они стоят от 15 до 25, иногда 30 тысяч рублей. Профессиональные наушники лучше сохраняют слух. Но согласитесь, их стоимость простому студенту не по карману. Теперь остается понять, какая конструкция наушников менее вредна. Орган слуха у человека – это универсальный орган, и он очень сложный. Так, по строению человеческое ухо состоит из ушной раковины, наружного слухового прохода, среднего и внутреннего уха. И когда звук попадает в слуховой канал, то он действует на барабанную перепонку, передается по слуховым косточкам на внутреннее ухо, где идет давление на жидкость и раздражение нервных клеток. А затем уже слуховой нерв передает все эти импульсы в головной мозг. И таким образом мы начинаем слышать звук. Напомню, раньше мы выяснили, страдает весь слуховой механизм. Тогда какая же конструкция наушников имеет более разрушительные действия на наш слух? Если вы используете накладные наушники, то у вас звук сначала идет через ушную раковину, и там нету вакуума. То есть этот звук еще рассеивается. И звуковая волна, которая уже попадает на барабанную перепонку, она меньше вредит, чем если вы используете вкладыши или таблетки. Люди, которые используют накладные наушники, они глохнут реже. Итак, подведем небольшой итог. На заметку всем любителям музыки. Самые вредные наушники – это вкладыши. Они очень плотно прилегают к внутреннему уху, что может поспособствовать отмиранию нервных окончаний. Впоследствии все это может привести к потере слуха. Безопаснее же считаются мониторные наушники. Они плотно прилегают ко всему уху и не пропускают посторонних шумов. Но на самом деле самое главное – не злоупотреблять. Мой прадед прожил 96 лет. И бывая у него дома, я помню, обращал внимание на то, что на столе у него всегда была вареная морковь. Не знаю, стоит ли связывать эти два факта, но мы все привычно едим некоторые овощи сырыми, а некоторые варим. И при этом в пользу вареной моркови, наверное, немногие отдают предпочтение. Причем все мы понимаем, что варка уничтожает много полезных свойств растительной пищи. Но ведь говорят, что некоторые овощи от тепловой обработки, наоборот, становятся полезнее. Давайте попробуем разобраться. Все мы знаем, что в свежих овощах содержится больше витаминов, чем в замороженных или вареных. Но почему же мы не едим их сырыми? Вот, например, картошка просто невкусно. Свеклу тоже никто сырую не ест. Морковь и капусту, конечно, можно съесть, но слишком жесткая пища. А если съесть помидорки сырыми, вкусно, но если много съесть, может живот заболеть. Мы можем есть и свеклу сырую. Просто вы должны быть со здоровым желудочно-кишечным трактом. У вас не должно быть никаких заболеваний желудочно-кишечных, и вы можете употреблять ограниченное количество до момента, когда возникнут недомогания. Исследования ученых показывают, что организм сыроедов также страдает и людей, которые сидят на какой-то определенной ограниченной диете ввиду отсутствия каких-то витаминов, микро-макроэлементов, потому что должно быть разнообразие и должен быть баланс все-таки соблюдаться. Многие ли из нас абсолютно здоровы? Есть мнение, что некоторые плоды даже полезнее есть вареными.
По мнению западных ученых, количество антиоксидантов, замедляющих старение, в моркови увеличивается после варки на 34%, а бета-каротин усваивается в 5 раз лучше. Специалисты насчет антиоксидантов не соглашаются. Оно не может, понимаете, вот она есть морковь, там определенное количество тех или иных веществ. И просто термическая обработка или варка не может увеличить количество этих веществ. Она увеличивает доступность именно этих веществ. Отварная морковь содержит чуть меньше клетчатки и пектина, поэтому легче переваривается, а значит, хороша для людей с болезнями пищеварения. При варке в этом корнеплоде увеличивается содержание лютеина, необходимого для поддержания остроты зрения. Лютеин – это тоже каротиноид, поэтому здесь он лучше усваивается в вареном виде, но его такое минимальное количество в продуктах содержится, что обеспечить с помощью продуктов, хоть отварных, хоть сырых, невозможно. Переходим к свекле. По исследованиям ученых, в вареной свекле полностью разрушаются витамин С, В5 и В9. Но зато другие полезные вещества, такие как витамин А, железо и флавоноиды, полностью сохраняются и даже лучше усваиваются. Поэтому свеклу лучше варить. Нитратов в ней тоже станет меньше. Она в сыром виде очень тяжелая пища для желудка. Грубая клетчатка травмирует стенки желудочно-кишечного тракта. Поэтому нам гораздо привычнее употреблять этот корнеплод отварным. Внимание! Картофель. Сырым мы его не едим. Есть причины. В картофеле содержится очень много крахмала. И если мы крахмал не будем подвергать термической обработке, то его крайне тяжело будет усваивать. То есть необходимо все-таки разваривать крахмал для того, чтобы он лучше подвергался воздействию ферментов пищеварительной системы. Картофель – это наше все. Второй хлеб. Но после варки в нем почти не остается ни витаминов, ни полезных веществ. Но на самом деле зимой это самый лучший продукт для того, чтобы не умереть с голоду. В основном мы можем сейчас отказаться от употребления картофеля, потому что это достаточно большое количество калорий. Но при этом, если вы употребляете просто отварной картофель, не обжаренный, там калорий будет не так много. Картофель способствует быстрому насыщению организма. И вполне возможно его применять ежедневно, даже с целью похудения. Но только если это будет просто отварной картофель, без масла. Зимними темными буднями недостаточно солнечного витамина С. Но природа подарила нам очень даже доступный его источник. В капусте квашеной витамин С даже увеличивается. Капуста, она богата витамином С. Но при этом в квашеной капусте идет сохранение витамина С. Не разрушение, а сохранение. Химические реакции способствуют сохранению и накоплению витамина С. Правда, если капусту варить, аскорбинка исчезнет из нее полностью, как и из любых других овощей. Как только мы сварили борщ из свежих овощей, через 2 часа после приготовления там остаются следы витамина С. То же самое можно сказать при консервировании. А что насчет томатов? Их-то мы как раз и любим есть сырыми, а не вареными. Лучше потушите томаты или сделайте из них соус. В них больше ликопина. Ликопин тоже является антиоксидантом, и его активно используют даже в профилактических целях для лечения профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний. Причем количество этого ценного вещества увеличивается именно после термической обработки. Через 15 минут в 1,5 раза. В томатах чем меньше жидкости, тем больше ликопина. При отваривании количество жидкости оно загустевает, и влага уходит, и количество получается в объеме больше. Поэтому это верное высказывание. Но чтобы получить норму потребления ликопина, нам нужно съесть как минимум 5 килограмм томатов. Это невозможно в наших условиях. Ну, овощи сварены. Теперь можно приготовить правильный винегрет. Для максимального сохранения полезных веществ овощи нужно правильно варить. Не очищенными, на медленном огне не менее 45 минут. Крупные плоды дольше. При этом ни в коем случае нельзя разрезать их на куски, чтобы быстрее сварились, иначе полезные вещества из корнеплода перейдут в воду. Да и если их нарезать до варки, потеряете почти всю пользу. Чем крупнее куски, неочищенные овощи. Если вот их готовить именно в таком виде, а уже впоследствии подвергать их измельчению, очистке, таким образом будет лучше сохраняться все питательные вещества. Любимый нашим народом салат-винегрет готов. Слюньки текут, хочется попробовать. Думаю, очень вкусно. Но полезно ли? Тут ведь одни вареные овощи. Там присутствуют отварные овощи. Соответственно, витамина С там практически нет. Но там
присутствует клетчатка, а это профилактика атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. Это профилактика ожирения, поэтому винегрет употреблять нужно для того, чтобы получить достаточное количество пищевых волокон. Ну, слава богу, а то уж было подумал, что придется отказаться от этого овощного лакомства. Трудно понять, что происходит с человеческим сообществом. Слишком много жестокости стало вокруг. Достаточно вспомнить, например, случаи нападений на сотрудников скорой помощи. Это просто в голове не укладывается. Вот об этом, о психическом здоровье мы и поговорим в одном из ближайших выпусков программы «Среда обитания». А сегодня у меня на этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы, в том числе психически.